Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Приводит имам Ахмад в своем сборнике. Также эту историю приводит Ибн Кафир в своей книге «Бидая ва Нихая». Также эту историю приводит Абу Джа'фар ат-Табари и другие историки. В 18 году по хиджре распространилась чума, которая называлась Та'ун Амавас. В этой чуме погибло очень много сподвижников. И когда дошло черед взять правление в свои руки Амру ибн Асу, то приводится, что он встал на минбар, поднялся на минбар и сказал: «О люди, я айюханнас, инна хазаль ваджа, поистине это болезнь, ида вакаа, если она приходит, фа иннама яштаилю иштиалин нар, то она, говорит, распространяется, как распространяется огонь. Фатаджаббалю минху филь джибаль, поэтому убегайте от этой чумы в горы». То есть Амр ибн Ас тут рекомендует нам не общаться друг с другом, не собираться, а говорит: разбредитесь по горам, по долинам, выйдите за пределы города и живите уединенно. И ему возразил один сподвижник тем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ведь запретил выходить из города, если есть чума. Но тут, как мы поняли из этой истории, Амр ибн Ас не велел, выходя из города, направляться в другой город. А тут велел он находиться рядом с городом, но изолированно от людей. И когда люди разбрелись, разошлись, то историки говорят, чума сошла очень быстро, то есть очень быстро исчезла. Также хочу привести еще одну историю. Эту историю приводит Ибн Хаджар аль-Аскаляни в своей книге «Инба'уль-Гумар би-Абна'иль-Умар». В 827 году, в начале этого года, в Мекке распространилась очень сильная болезнь. Каждый день умирало 40 человек. На то время это было огромное количество людей. В месяц Раби'-аль-Ауаль умерло 1700 человек. И говорится, приводится в этой истории, то, что в мечети Аль-Харам не было молящихся. Был только в Макаме Ибрахим, то есть раньше, в это время, мечеть Аль-Харам, у каждого масхаба было свое место для чтения молитвы. И вот все масхабы, кроме шафиитского, отменили молитвы, кроме шафиитского масхаба. И даже они, там стоял только имам и муазин. Читали намаз имам и муазин. То есть с имамом было только 2 человека, говорится. Лям юсалли мааху фи тилькаль аям илля итhnан. То есть с имамом было только 2 человека. То есть люди придерживались карантина, не выходили из дома, старались быть дома, не общаться. И даже вот в мечети Харам мы знаем, какие награды огромные, но в этой мечети намаз читало всего лишь 3 человека, имам и еще 2 с ним. А имамы остальных масхабов вообще отменили молитву. Также приводят одну из историй. Ибн Удари аль-Муракиши, историк, в своей книге «Аль-Баян аль-Мугриб фил ахбари андалюс валь-Магриб». Он говорит, в Тунисе в 395 году по хиджре распространилась очень сильная болезнь. И по причине этой болезни поднялись цены, исчезли силы. Очень много людей умерло, как бедных, так и богатых. И люди в это время занимались, говорит, только лечением, посещением больных или же занимались погребением. И, говорит, мечети города Кайраван были пустыми. Также имам Ад-Дахаби приводит в Тарихуль аль-Ислами события, которые произошли в 448 году по хиджре. Был очень сильный голод, засуха, и распространилась болезнь. И в городе Ишбилия, что находится в Испании, Андалус, мечети были закрыты.
и не было молящихся. Ибн аль-Джаузи приводит историю, которая произошла в Средней Азии, и говорит: «И сумма инташаля гарбан хатта караба ардаль Ирак», так что достигла земли Ирака, и в Джумад аль-Ахира в 449 году по хиджре распространилась большая болезнь, так что в этой местности в один день было 18 тысяч джаназа. И приводится, что в общем умерло 1000 тысяч, то есть это миллион, и 650 тысяч человек. Миллион и 650 тысяч человек. То есть, как мы видим, есть и другие истории, похожие на эти. Люди старались самоизолироваться, люди старались не посещать места, где находится скопление людей, так что даже рынки были опустошены, как приводится, мечети были опустошены, не было тех, кто бы читал в них намаз. И так что даже некоторые имамы, как мы видим, как привел этот Ибн Хаджар аль-Аскаляни в своей книге, то что даже некоторые имамы 3 мазхабов отменили молитвы в мечети Аль-Харам. Советую вам придерживаться рекомендаций, которые дает нам Минздрав, и самоизолироваться и не выходить из дома для того, чтобы сохранить в здравии себя, своих близких, как это рекомендовал нам сподвижник Амр ибн Ас. Альхамдулиллах Раббил Алямин, вассаляту вассаляму аля набийна Мухаммад.